Федерации Владимира Владимировича Путина объявляю открытым. Дорогие товарищи, братья-фронтовики, мы сегодня собрались, чтобы присоединить свой голос к голосу всего российского народа, выразить свое отношение к событиям в Крыму, событиям в целом на Украине. Что я хочу сказать? Украина мне знакома не по глобусу и не по карте, а знакома тем, что я прошел всю Украину от восточной ее границы до Пунта на своем танке Т-34. Что я хочу сказать еще? Что тогда еще мы, молодые, 18-летние танкисты, думали, что Украина действительно едина. Оказывается, Украина не едина. До самого Днепра нас встречали удивительные люди. Выходили навстречу нашим танкам из землянок, из траншей, из подвалов. Страшно усталые от немецкой оккупации украинцы. Выходили и не боялись даже наших танков, целовали наши танки, броню. Мы ведем прямую трансляцию с театральной площади во Владикавказе. Здесь собираются люди, которые решили выступить в поддержку народа Крыма. Здесь разворачивают флаги с российским триколором и десятки транспарантов. Осетинский народ выступает за стабилизацию ситуации в соседнем регионе. На Украину из Северной Осетии собрали 2 фуры с гуманитарной помощью. Там все необходимое: вода, сахар, макароны и крупы. Кроме этого, работники республиканских министерств и ведомств перечислили в фонд Крыма свою однодневную зарплату. Полицейские собрали деньги семьям погибших и пострадавших сотрудников МВД и Беркута. Из Украины в Северную Осетию приехали 32 человека, из них уже 15 попросили временное убежище. Митинги в поддержку Крыма уже прошли в Москве, Петербурге, Дагестане и других городах России. А сейчас мы вернемся к кадрам с митинга. Закончил в Харькове вуз, стал актером. И там у меня осталось очень много друзей, много однокашников, сокурсников, родных, в конце концов. И я не понимаю, как можно спокойно наблюдать всем вокруг, кто ненавидит нас и говорит, что мы аннексируем, мы нападаем на Украину. Это все делает Запад, НАТО, под руководством американцев. Это они стреляли. Они прислали снайперов, которые стреляли в Киеве на Майдане. Я хочу заверить крымский народ, украинский народ, замечательный народ, певучий, красивый, что мы не допустим. Мы сделаем все. Наша маленькая Осетия, в которой живет очень много национальностей, живем мирно, дружно. Мы поддерживаем политику нашего правительства, политику Путина. Не дать Крым. Слово представляется Калоеву Георгию Израиловичу, председателю общественной организации «Боевое братство». Пожалуйста, Георгий. Дорогие жители Северной Осетии, спасибо, что вы сегодня пришли сюда для того, чтобы поддержать народ Крыма. Я сам был очевидец, не только я, наша команда, мы были с 27 числа и видели своими глазами воочию, что там творилось. Когда к тебе подходит старая женщина, которая прошла войну, и старый пожилой старик,
и говорит: вы же нас не бросите, мы разве можем бросить? Поэтому сегодня вопрос стоит о том, каждый народ имеет право на самоопределение. И оно должно сбыться. 16 числа будет референдум. И я думаю, Крым будет с Россией. Во мне течет украинская кровь парня, который мне дал эту кровь, когда был ранен. И по сей день, этот народ для меня очень близок. И понимаете, мне обидно бывает, когда два парня, которые служили со мной, они не могут договориться. Это чья вина? Наша? Нет. Это политики виноваты. И я думаю, ни Евросоюз, ни Америка, никто не сможет нам сделать баррикады. И никто не сможет сделать нам ту же границу, чтобы мы не виделись. Мы были, есть и будем. Крым и Украина с Россией. Спасибо, Георгий. Слово представляется Борису Кришталовичу Басаеву, председателю Межгосударственного международного общественного объединения «Сыренхас». Украина использовала Сауд. Удон Ерушон Сарагадама, Владанеш, Аханна Жорданище, Украина и Янбаштата и Сибира Адамсары, Урышата, Юретта, Татайратта, Удон Шомбо, Махан, Владайнау, Нажардасовище, Махан Йоломище. Люди непрерывным потоком продолжают подтягиваться на театральную площадь. Количество людей достигло 15 тысяч. За порядком во время митинга наблюдают сотни полицейских. Среди собравшихся есть и жители Украины, которые покинули свои дома и приехали в Осетию. С нами председатель Северо-Осетинского украинского общества Любовь Краснобай. Скажите, пожалуйста, кто еще намерен сейчас приехать в Осетию и что вообще говорят люди? Это непредсказуемо. Там 50 миллионов людей. Но люди едут. Оперативно решаются вопросы здесь. Принимает миграционная служба. Движение «Наша Осетия», «Единая Осетия». Министерство по делам национальности. Никаких проволочек. Помогают. Каждый день какие-то сведения, какие-то трудности бывают. Но все решается, все решаемое. Все решаемое. На сегодня более 20 человек, мигрантов взрослых. Это от 1938 года и до 18 лет. А с ними дети. Дети. Зарегистрированных 11, остальные стоят на регистрацию. Спасибо большое. С нами есть и те, кто несколько лет приехал с Украины в Осетию. С нами девушка. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста. Меня зовут Алина, я уроженка Западной Украины, город Хмельницкий. Алина, расскажите, пожалуйста, я знаю, у вас есть родственники в Украине, что они говорят, звонят, какая сейчас ситуация в государстве? Ну, в государстве на Западной Украине, как говорит мне мой папа, ежедневно созваниваюсь с ним, все неоднозначно. Есть единомышленники, которые за Россию, даже на Западной Украине. Есть, конечно, противники. Эйфория бандеровская захватила всю Западную и Центральную Украину, к сожалению. Очень плохо приходится Юго-Востоку, который не хочет покоряться, у которых своя российская идеология. И, конечно, Крым. Вот за эти регионы мы очень сильно переживаем. Там есть массовые беспорядки. Мнение граждан подавляется силой. И воровство процветает, анархия полная. Спасибо большое. Мы надеемся, что стабилизируется ситуация в Украине, а мы продолжим следить за тем, как проходит митинг в эти минуты на Театральной площади во Владикавказе. Ama Rusya'yı президент Владимир Путин политикачı вы Россию вы. Махнем мафун, вот на Америка дерниз баканзани, Европа дерниз баканзани.
Arkada yakan kışlarda hoşcanız. Altına maaşlı şebeton sadişe. Knisavunda mahtoy. Cevap. Ahti şebeton sadişe. Ahti ışlavudi ama ışi. Vakada kujonu tahta. Ştır kaçın ama donbay patsaha. Varaşe alsızari. Adam derzi, jonçin adam derzi. Kaçtık zinat derzi. Mahan ana Amerika'ydır, mana Avrupa'ydır, na bol pasarını. Udvanan ta, na u. Sarahım alfaratıdır. Ama Ukrayna'ydır. Kırım'ıdır, şabır zinatıdır. Yarışlarıdır, mağaraşıdır. Vasaram bu bir ot. Слово представляется Сагееву Тимуру, председателю молодежного парламента Республики Северная Осетия. Спасибо. Мне на самом деле очень сложно и лестно выступать после тех людей, которые являются гордостью не только моей республики, но и всей нашей страны. Но не менее волнительно видеть то, что такого единения народа нашей республики я не видел еще никогда. Если бы вы стояли здесь, то вы бы видели, что творится за вашими спинами на этой площади. Но на самом деле это неудивительно, потому что в 2008 году именно с этой площади, именно в присутствии многих из вас началось признание независимого государства Южная Осетия. Именно потому, что нынешняя власть Российской Федерации взяла на себя смелость бросить вызов всему этому фашизму, который тогда был на территории Грузии. Другая причина, по которой неудивительно, что сегодня здесь собралась большая и лучшая часть нашей республики, это то, что все те, кто сегодня бросает вызов России, это те люди, которые братались с теми бандитами, с теми боевиками, которые приходили сюда, приходили к нам в ислам, приходили к нашим детям. Именно эти люди сегодня определяют политику на Украине. И пусть 10 тысяч раз вся эта либеральная шваль брызжет слюной, но я открыто готов сказать, как и много лет назад, что я горжусь тем, что я живу в этой стране, я горжусь тем, что во главе нашей страны сегодня стоит то руководство, которое стоит. Я горжусь тем, что это руководство и ее действия сегодня собирают здесь людей под самыми разными флагами, вне зависимости от своих политических и каких-то других пристрастий. Сегодня мы все наблюдаем очень важную вещь. Мы наблюдаем то, что сегодня, к сожалению, продолжается Великая Отечественная война. Она продолжается детьми тех самых людей, которые были на стороне фашистов. И если тогда, во время войны, государства были нашими союзниками, то сегодня государства становятся на сторону тех самых фашистов. Потому что мы сегодня видим, что за своими либеральными ценностями и идеалами они двигают все, что угодно. И если сегодня они признают однополые браки, завтра они будут признавать педофилию, а послезавтра они признают браки с животными. И мы все с вами должны это понимать, что именно это сегодня нам и насаждают. Именно с этим мы сегодня и боремся. И если вот так же единым духом мы сегодня можем сказать, что... С трибуны выступил и ветеран-афганец, дважды кавалер ордена Красной Звезды Николай Калоев. Несколько дней назад он вернулся из Крыма, где повидался с друзьями и навестил могилу своих однофамильцев, героев Великой Отечественной войны. Мы только что слышали призыв Георгия Калоева к объединению России с Крымом. Толпа людей аплодирует его словам. Сейчас с нами и Южная Осетия, лидер партии Единая Осетия Анатолий Бибилов. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сколько людей присоединилось с Северной Осетии, из Южной, и вообще свое мнение по сегодняшнему митингу? У нас приехало более 100 человек из Южной Осетии. Приехали, чтобы поддержать народ Крыма, крымчан, поддержать в том стремлении, которое они должны выразить в референдуме, буквально вот через 2 дня, в воскресенье. И, конечно же, мы не хотим, чтобы та ситуация, которая в свое время была в Южной Осетии, чтобы она была, конечно, в Крыме. Мы поддерживаем крымчан, мы хотим, чтобы у них было спокойствие, мы хотим, чтобы люди, жители Крыма, жили в спокойствии, в мире и в понимании того, что жизнь продолжается и необходимо вот этой жизнью пользоваться, чтобы дети росли в мире крымчан
И от имени всех южных осетин, от имени нашей партии «Единая Осетия» мы рядом с крымчанами, рядом с руководством Крыма, рядом с руководством России, которое сегодня делает все для того, чтобы в Крыму было спокойствие, был мир. Мы их поддерживаем. Мы с вами. Спасибо большое. Только что вы слышали, как толпа скандировала «Россия, Россия». Мы следим за событиями во Владикавказе. Сейчас продолжаем смотреть кадры с Театральной площади. Кстати, Ялта побратимы, Кавказ и Ялта побратимые города. Звонил представитель Владикавказа в Ялте Валерий Савлаев. От имени всех крымчан искренне благодарит всех участников митинга за поддержку. Уважаемые товарищи, есть предложение принять резолюцию нашего митинга. Нет возражений? Если вы не возражаете, позвольте мне проект, приготовленный такой резолюции, вам зачитать, а потом мы примем решение, как вы посчитаете нужным. Резолюция митинга в поддержку народа Крыма 14 марта 2014 года, город Владикавказ. От имени народа Республики Северная Осетия-Алания участники митинга выражают автономной Республике Крым в защите его права на самоопределение. Одним из важнейших проявлений подлинной демократии является возможность мирным, законным путем определить свое национальное государственное будущее. Мы уверены, что народ Крыма имеет все исторические и правовые основания для того, чтобы этой возможностью воспользоваться. Мы ясно видим, как антиконституционный переворот в Украине фактически разрушает эту страну, создает прямую угрозу сложившимся национально-культурному многообразию в Украине, в частности, правам ее национальных меньшинств. Осетинский народ столкнулся с подобными угрозами и террором со стороны экстремистов Грузии. Мы призываем всех заинтересованные стороны признать право народа Крыма на законную самозащиту, защиту от угроз и произвола националистов. Есть какие-то предложения? Есть предложение одобрить такую резолюцию? Спасибо, спасибо, уважаемые товарищи. Я хочу сказать, что вот здесь сегодня за нами, за вашими спинами стоят 2 КАМАЗа с гуманитарным грузом, который направляется отсюда прямо в Крым. Пожелаем им доброго пути, благополучного прибытия в Крым и передать наш самый искренний привет крымчанам. Фуры с гуманитарной помощью только что отправились жителям Крыма. Митинг подходит к завершению, но люди не спешат расходиться. Жителям Осетии хорошо известно, что значит бороться за независимость. Южная Осетия ценой человеческих жизней смогла отстоять свой суверенитет. И теперь во Владикавказе тысячи людей, знающих цену свободе, пришли сюда поддержать выбор Крыма. Выбор, сделанный в пользу пути к объявлению автономии. Телеканал «Осетия ТВ» вел прямую трансляцию с Театральной площади во Владикавказе с митинга в поддержку Крыма. С вами была Елена Черенкова. До свидания.